Программа первой половины второго дня форума насыщенна и разнообразна. Она состоит из видеоприветствия от предпринимателей Нижегородской области, истории успехов участников, вдохновляющих кейсов от руководителей некоммерческих организаций и докладов приглашенных спикеров. О деятельности Центра инноваций и социальной сферы Нижегородской области и особенностях социального бизнеса участникам форума рассказала руководитель Центра Светлана Кашина. Люди путают, что такое благотворительность, что такое социальный бизнес. Конечно, можно сказать, что он объединяет в себе оба этих подхода, потому что находится на стыке, сочетая в себе оба этих подхода к ведению деятельности. Если мы говорим о том, что бизнес зависит от финансовой устойчивости, его главная цель – приносить прибыль и, соответственно, измеряется успех предприятия, измеряется доходностью, в благотворительности же деятельность зависит от грантов, от пожертвований, от каких-то донатов, от спонсоров. Цель уже здесь приносить пользу обществу и, соответственно, эффект, успех от деятельности измеряется социальным воздействием. В форуме принимают участие молодые люди, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития, а также инклюзивные семейные пары, родители, воспитывающие особенных детей в возрасте от 18 лет и старше, проживающие на территории Нижнего Новгорода, регионов России и Абхазии. На самом деле весь мой путь начинался с того, что все, что я пробовала делать сама, использовала как опыт и потом передавала другим родителям. Сначала это были небольшие наши такие семинары для родителей, юридические консультации. Есть, конечно, разная помощь людям с инвалидностью, семьям с детьми и взрослыми с инвалидностью. Но мне, как юристу, всегда было важно, чтобы качественно реализовывались права, и от этого зависит качество жизни вообще любого человека. Да? И когда Россия в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в подготовке которой мы принимали активное участие, мы участвовали потом в написании альтернативных докладов комитета ООН в 2017 году, его представляли в Женеве. И, на мой взгляд, самое главное, вот Артем хороший сказал слоган, это слоган конвенции «Ничего для нас без нас». Да? Форум продолжает работу с акцентом на практические аспекты инклюзивного развития. Участники могли ознакомиться с успешными примерами реализации социальных проектов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями в Абхазии. О работе реабилитационного центра в Гакре с участниками форума поделилась директор благотворительного фонда «Мы вместе» Милана Аджба. Я в 2019 году тоже участвовала в форуме, который был таким же инклюзивным, как наш форум сегодняшний. Я очень надеюсь, что этот форум также замотивирует одного или нескольких участников, как меня тогда, в 2019 году. Я вернулась уже с проектом, он был по перераспределению технических средств реабилитации. Начала реализовывать его уже на территории Абхазии, но так сложилось, что мы с директором решили сразу открыть реабилитационный центр. У нас занятия по лечебной, адаптивной физкультуре, массажу. У нас есть педагог-психолог, педагог-дефектолог, музыкальный терапевт, детки с ограниченными возможностями здоровья, с разными диагнозами. Но у нас также нет ограничений по возрасту, потому что у меня у самой ДЦП, я прекрасно понимаю, что нужно постоянно поддерживать. Участники форума имеют возможность разработать социально значимые проекты в сферах поддержки людей с инвалидностью и их занятости, доступного туризма, организации инклюзивного образования и спортивных мероприятий и во многих других направлениях, а также получить ценные знания в сфере социального предпринимательства и некоммерческого лидерства. Обсуждения тем проходили в формате живого диалога. Участники активно задавали вопросы спикерам, делились опытом, обсуждали сложности, с которыми им пришлось столкнуться в своей работе. Многие из вас очень добрые люди, и вы хотите делать свои проекты, но часто эти проекты вообще не про деньги. То есть деньги в них стоят где-то прям совсем далеко. Я бы хотел поговорить именно о том, понять, как коммерциализировать и как понять, что именно вы можете дать своим проектам жизнь. И предпринимательство, в моем понимании, это про командную работу. Если вы хотите работать и помогать, это не всегда значит, что вам надо быть предпринимателем. Вы можете успешно быть специалистом или дополнить чью-то уже существующую команду. Форум «Ритм Абхазии» стал важной платформой для обмена идеями и лучшими практиками, направленными на создание более справедливого и инклюзивного общества. Кунда Шоуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.